Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 3. Дневник паломника от Гумбума до Лхасы. Часть 9. 10 мая прошли по степи к северо-востоку от соленого озера Давасунгнур, по-монгольски, а по-тибетски Цамцо, и остановились после 35-верстного перехода. Здешние места носят чисто кабийский характер. Солончаковая почва поросла растениями дырису и бударгана, на коих пасутся стада антилоп. Озеро Давасунгнур находится во владении кукунурско-алетского Кыргызасака, подданные которого, как и все вообще кукунурские монголы, сильно подвергались влиянию тангутов. К нам во время пути подъехал один молодой парень, по внешности чистый тангут, и заговорил по-тангутски. Из дальнейшей беседы выяснилось, что он местный монгол, но знает свой родной язык до того плохо, что не может вести разговор на нем. Соль этого озера в значительном количестве вывозится тангутами и монголами в город Донкор. Ее на месте добывают беднейшие из жителей и продают извозопромышленникам за невысокую плату, преимущественно в обмен на съестные припасы. 11 мая. Перевалив через значительный хребет, вступаем в ущелье Шарга, где кочуют тангуты из рода Миньяк, большого племени Бумтара. Прошли около 35 верст. 12 мая. Происходила дневка. В этот день двое из моих спутников подверглись небольшой опасности. Они пошли нарубить кольев для палатки в лесу в соседней горе. В ущелье горы к ним подъехал верховой тангут-пастух с обычной саблей за поясом и, слезши с лошади, попросил показать топор русского изделия, бывший в руке у одного из них. Тот доверчиво подал топор, но тангут, поспешно вырвав его, замахнулся на подающего, и только проворство избавило последнего от удара. Затем оба бурята обратились в бегство. Тангут за ними и уже нагонял их. К счастью, один из них вспомнил про револьвер, находящийся у него за пазухой, и, вытащив его, погрозил знаками, что будет стрелять. Это обстоятельство произвело на тангута сильное впечатление, и он уже сам обратился в бегство, бросив топор. Товарищи были так напуганы произошедшим, что не нарубили кольев и в попыхах, прибежав в лагерь, рассказали о маленьком трагикомическом случае. Тангут, вероятно, хотел, напугав их, воспользоваться их топором. 13 мая прошли мимо монастыря Дулан-Кит, принадлежащего Цинхайскому вану, которого монголы зовут Шин-хан-ван. По внешности этот монастырь представляет общий тип всех цайдамских монастырей. Посередине дуган с глиняной оградой и кругом около десятка дворов с убогими глинобитными домиками. В этом монастыре имеет почти постоянное место пребывания перерожденец Хотухтенгеген, которого очень чтут и соседние тангуты. Вследствие этого он часто выступает в роли третейского судьи и примирителя между монголами и тангутами. Подле монастыря сравнительно много хвойного леса, что дает жителям его возможность заниматься столярным мастерством. Весь Цайдам снабжается домашней деревянной утварью почти исключительно отсюда. Материалом для выделывания посуды служит древовидный можжевельник, душистая хвоя которого, как упомянуто выше, идет на воскурение перед Буддами, а истолченная древесина составляет главную часть смеси, из коей выделываются курительные свечи, по-тибетски бае. Сам князь Цинхайван
живет на Кукунуре, здесь же находится небольшая часть его подданных. Хашун его официально называется «Западное переднее знамя цинхайских хашотов». Ночевали немного ниже монастыря, пройдя за день не более 15 верст. 14 мая. Нам попадались на пути небольшие пашни, а затем встретились остатки города, приписываемого преданием некого Цоктохану. По этому преданию ламы однажды предсказали Цоктохану, что ему угрожает большая опасность от врагов. На просьбу указать средства отвращения ее, они в ответ посоветовали ежегодно строить по одному большому субургану. Цоктохан последовал этому совету и стал строить субурганы. Прошло 6 лет, и его подданные, утомленные ежегодной работой, и притом не видевшие никакой явно угрожающей опасности, подняли ропот и отказались от работ. Прошло еще несколько лет, и вдруг напал на Кукунур Гуши-хан. Он убил Цоктохана и разрушил его город. Остатки развалившихся стен ныне называются городом Цоктохана, а субурганы, сильно испорченные временем, уже не возбуждают у ламаитов никакого религиозного чувства. Предание это связано со следующим историческим сказанием. В 1582 году у хашотского хана Ганбо родился сын Турбеху, который 25 лет получил прозвание Гошри, по-монгольски Гуши-хан. В феврале 1637 года он пришел на Кукунур и в произошедшей битве без остатков истребил 40-тысячное войско Сокто. Ночевали в безлюдной местности Дам-Намак, пройдя за этот день около 25 верст. На левую руку остается озеро Харнур, а на правую – соляное озеро Сырку, принадлежащее Хухбейле. К востоку от этого озера видны развалины селения Кукудей-Бэйшин, разрушенного недавним дунганским движением. Вчера, когда привязывали на ночь своих вьючных животных, двое бурятских лам, ехавших в нашем караване, заметили исчезновение 2 своих лошаков. Они бежали обратно. Лошаков обыкновенно делят на 2 породы – ослиный лошак и лошадиный лошак. Первый бывает небольшого роста, крепкого сложения и чрезвычайно вынослив, но имеет дурную привычку скучать по родине и потому стараться при всякой возможности бежать обратно. Второй же красивее и больше ростом, но слабее первого. Убежавшие лошаки принадлежали как раз к ослиной породе и не раз до сего дня делали попытку убежать. Удача им выпала только сегодня по неаккуратности окарауливавшего из Халхаса, который, как выяснилось, заснул. 15 мая, уступая просьбе спутников с одной стороны, а с другой, следуя этике путешественников, глава каравана и я остались на месте ночевки и снарядили в погоне за лошадями 2 их хозяев, одного из моих слуг и одного бурята, добровольно присоединившегося к ним. В час дня они вернулись ни с чем, говоря, что, судя по следам, лошаки долго шли по дороге, но вдруг кто-то выехал на дорогу сбоку и увел лошаков в сторону, чем скрыл и следы. Не оставалось делать ничего другого, как смириться со случившимся и поспешно ехать вдогонку ушедшего утром каравана, который прошел за этот день около 45 верст и остановился в местности Далан-Тургун. 16 мая. После 25-верстного перехода остановились в местности Эргэцэ или Эргэцул, где дневали и 17 число. Мы находились уже в Цайдаме. Слово это тибетское и значит «соляное болото» или «соляная грязь», что весьма метко характеризует эту обширную равнину. Местные монголы часто называют свои кочевья Табун Цайдам, то есть 5 цайдамов.
Такое название, без сомнения, произошло от того, что в Цайдаме в настоящее время находится 5 хашунов: Кухетбейла, Курлук-Бейса, Барун, Дзум и Тайджинер. В китайском сочинении Мэнгэ Юмэцзи они названы западное заднее знамя, знамя северного левого крыла, заднее знамя западного правого крыла и среднее знамя западного правого крыла цинхайских хашотов. Я, по крайней мере, теперь не могу объяснить происхождение названия Кукет, но остальные объясняют так. Курлук, правильнее Курлок, произошло от того, что хашун этот прежде находился на берегах Хуанхэ у горы Кур. Затем он был вытеснен оттуда тангутами и, поселившись в Цайдаме, стал называться возвратившимся по-тибетски Лок. От Кур, Баром западный и Цзун восточный, название по месту расположения их кочевья. Наконец, название Тайджинарского хашуна произошло от того, что в 1725 году в нем было учреждено выборное дзасачество из 33 тайджи. В настоящее время дзасачество или правление хашуном находится в руках только 3 княжеских домов, наследующих дзасачество попеременно. В частности, местность, где мы сегодня остановились, принадлежит Кухетбейла. Здесь живут только около 60 семейств и называются Запсар-Кухет, то есть промежуточными кукетами. 18 мая, во избежание сильно топкой грязи, мы взяли дорогу левее по пескам, находящимся на краю болот, и, сделав переход около 35 верст, достигли реки Шаракол. Остановились здесь в кустах тамариска, по-монгольски Сухэ. 19 мая сделали переход почти в 15 верст и остановились на реке Баянгол. Местные жители надоедают расспросами о русских, пришедших в хашун Барун Засака, то есть об экспедиции Козлова. Вспоминают также об Их-Гдциту Амбане, большебрюхим генерале, под которым должно разуметь знаменитого Пржевальского, а также о многих других европейских путешественниках, собственных имен которых не знают, но определяют по каким-нибудь отличительным их признакам. В их рассказах с примесью были и небылиц замечается какое-то уважение к русским, сознание справедливости их требований, сознание того, что даже Орте-Амбань, то есть сердитый генерал, это Пржевальский, наказывал лишь за неправый поступок и щедро награждал за полезные услуги. Здесь надо было решить вопрос об избрании дальнейшего направления пути. Главных дорог, ведущих из Южного Цайдама в Тибет, 2. Правая через перевал Урхан-Будэ, вторая через Нэйджи. Первая идет из хашуна Барун Засака, вторая из хашуна Тайджинаров. Из них наш караван избрал вторую ввиду того, что она изобилует травой и короче в этой своей части, которая пролегает по северо-тибетскому безлюдному плоскогорью. По происхождению названия первого перевала рассказывают следующую легенду. Халхасский хан Абатэ, это 16 век, приобрел в Тибете статую божества Гонбо-Гуру. Когда он, везя ее, поднялся на этот перевал, то статуя спустилась на землю. Люди Абатая никак не могли поднять ее для навьючивания. Тогда рассерженный хан рассек статую пополам со словами: «Не желающий зад останься, а желающее туловище пусть пойдет». И повез одно туловище, которое теперь чтится в Халхасском монастыре Эрданидзу. Слово «спуститься» будет на разговорном монгольском языке «бухо», а божество Бурхан Бусун. Божество спустилось, но каким образом получилось слово «Будэ» мне неизвестно. Но верно лишь то, что это название перевала все монголы связывают с упомянутой
легенды. Продневав на реке Баянгол, 2 следующих дня, 20 и 21 числа 22 мая, переправились через реку Баянгол, богатая река, в верстах в 10 ниже стоянки, и по левому берегу ее сделали еще около 400 верст, пересекшие затем песчаную и болотистую площадь, переправились через речки Эбкесум и Саган, где и остановились после 25-верстного пути. Конец 9 части.